Давайте для начала я представлю. Ольга Александровна, так, у меня есть шпаргалочка, подготовилась, потому что у вас очень много регалий, на самом деле, и это здорово, чтобы мы объяснили, с кем мы будем общаться. Психоаналитик, доцент кафедры психологии и психофизиологии КФУ имени Вернадского, кандидат наук, член Европейской ассоциации психоаналитической психотерапии. И, наверное, что самое важное, мне кажется, для людей, чтобы было понятно, психолог с 20-летним стажем. То есть человек, который имеет колоссальный опыт работы с людьми и который, в принципе, может нам рассказать и поделиться своим опытом. Мы сейчас, на самом деле, все оказались в очень непростой ситуации, да, это непривычная для нас ситуация, и, наверное, как раз своей непривычностью она нас угнетает, скажем так. Именно поэтому мне хотелось предложить первой темой эфира, это вот как раз состояние тревожности. Так, мне сейчас пишут, что плохо слышно. Пожалуйста, отпишитесь, как звук, все ли хорошо, видно ли нас. Ну, Мавиле, вас действительно плохо слышно, пусть дадут обратную связь, как меня слышно. Если слышно меня хорошо, тогда я могу часть нагрузки взять на себя хотя бы во вступительном слове. Или Так, меня тоже плохо? Тогда скажите, пожалуйста, как слышно Ольгу Александровну? Многие просто пишут, что связь прерывается. На самом деле это абсолютно естественный процесс сейчас, в том смысле, что перегружен очень сильно Инстаграм, очень сильно перегружен Фейсбук, как раз в связи с тем, что большая нагрузка идет на социальные сети. Вот. Но кто-то пишет, что все хорошо. Ольга Александровна пишет, что вас хорошо слышно, поэтому можете брать инициативу в свои руки. Хорошо, Мавиле, ну давайте, пока меня хорошо слышно, я хотя бы, в двух словах начну что-то говорить, может быть, ваша связь наладится, хорошо, дабы люди, которые ждали наш эфир, как бы не были разочарованы, все-таки они ждали. Поэтому, представляться, наверное, на это время тратить не буду. Самое важное, что подчеркну из того, что сказала Мавиле, что я, помимо того, что я кандидат наук, там, доцент и еще много разных регалий, самая основная, наверное, моя такая особенность, то, что я 20 лет практикую очень плотно. Поэтому, конечно, я вещаю не с точки зрения теории какой-то, а с точки зрения повседневной жизни людей. И скажем, ситуация, в которой все мы с вами оказались, о которой мы сегодня будем говорить, вот это непростая, сложная, даже не знаю, как это назвать, но мы сегодня дадим название всем нашим состояниям, конечно, я ее понимаю даже не выходя из дому, консультирую я, продолжая работать онлайн, я вижу, что болит у людей. Поэтому, конечно же, даже перед тем, как вы зададите вопросы, я уже знаю спектр вопросов, с которыми столкнулись сейчас все люди. Нас интересует пока мы, крымчане, да, как это переживаем мы. Вот. Поэтому, Мавиле, вам слышно меня? Мне вас очень хорошо слышно, да, все в порядке. То есть поэтому я даже буду вам какие-то вещи говорить о том, что говорит там по тому или иному вопросу сама наука. Более того, дерзну предположить, что болит у каждого из вас, и отвечу, может быть, посоветую, да, что думать, как мыслить, что делать в конце концов, да. И, конечно же, может быть, будут вопросы, мы на них ответим. Да, я их буду озвучивать, если вы меня слышите. Слышу, Мавиле, давайте. Начнем мы, во-первых, наверное, с того, что стресс и тревожность, которые сейчас, в принципе, испытывают многие, это не новые состояния абсолютно, да, но мы сейчас оказались в новых обстоятельствах, да, больше людей, да, охватило вот это состояние тревожности, в том числе состояние непонятности, а что дальше, да, какое будущее нас ожидает, потому что многие говорят о том, что мир уже не будет другим.
Мгм. Хорошо. Мавили, смотрите, я на этот вопрос как раз-таки отвечу даже с практической точки зрения, что делать, вот как это все нужно понять, чтобы наша информация стала еще и практическим действием к снятию этой тревоги. Вот смотрите, вы говорите, что мы испытываем тревогу, ну и все так думают, все так чувствуют, что какую-то тревогу мир не станет прежним. Но заметьте, что вы говорите о том, как будто это нечто одно, такое единая проблемная такая зона страха. Вот. И одной из техник снятия страха является дифференциация страха. Давайте посидим после эфира, каждый из нас, и подумает, из чего состоит тот или иной страх. Страх и тревога. Мы попытаемся потом эти развести понятия. Так вот, примерно это будет такой цветочек с таких лепестков. Мы боимся потерять работу, раз. Мы боимся пока сидеть дома, испортить отношения с близкими, это два. Мы боимся утратить привычный образ жизни, это три. Мы боимся, в конце концов, заболеть и умереть, но это уже такие крайние степени этого страха, да. Мы боимся за жизнь своих близких. Поэтому, когда мы продифференцируем весь этот страх, всю природу страха, поставим, например, условно баллы по каждому из этих конкретных страхов, оценим их, и каждый из них проанализируем, подумаем степени вероятности того или иного, да, что-то останется в латентной фазе, ну, например, про будущее, да, и тогда у нас исчезнет вот эта неосознаваемая, ну, сильная тревога, которая, между прочим, является и источником того же раздражения на близких. Поэтому вот первое, что мы должны сделать, понять для себя, расчленить, продифференцировать, чего же я боюсь. Вот это вот, обещаю вам, степень тревоги, конечно же, уменьшится. Ну, смотрите, Ольга Александровна, тут у меня Мария, сразу такой вопрос. Да, я вас прекрасно слышу. Хорошо ли слышите вы меня? Вот как бы, чтобы я могла спрашивать у вас. Да, да, пока слышу. Смотрите, вот страх — это ведь то, что имеет реальную угрозу. То есть вот я стою, передо мной медведь-гризли, да, и вот я испытываю страх, потому что он там может сейчас на меня напасть. А тревога — это как раз какая-то перспектива, да, то есть а вдруг я заболею, а вдруг я останусь без работы и так далее. И со страхом и с тревогой, я так понимаю, как мне кажется, работают по-разному, правильно? Ну, Мавиле, я вам скажу чуть-чуть не так. Можно чуть-чуть, Конечно, чуть-чуть да, иначе. Вообще, давайте назовем это первым основным словом. Это все стресс. Мы сейчас находимся в стрессе, да, сама этимология слова стресс – это напряжение, да, стресс – это природой данная реакция организма для адаптации, Понятно, что уже составляющими компонентами стресса является и тревога, и потом депрессия будет, и что еще там, ну, вплоть до запуска фобий, это вообще отдельная история, да, вот, но, и поэтому любой стресс имеет динамику, ну, например, общеизвестные 3 стадии, да, стресс, адаптация и затяжной стресс, который приводит к психосоматике, ну, сейчас люди очень образованный в психологической науке, можно уже такими терминами сыпать. Вот. А то, о чем вы сказали, так бы и хотелось мне вот опять-таки развернуть в практическую пользу для наших зрителей. Ведь дело в том, что наш мозг, к сожалению, или к счастью, как посмотреть, не сильно различает реальную угрозу от мнимой. Поэтому придумывать себе все угрозы крайне невыгодно. То ли передо мной медведь-гризли, то ли я себе представила, что это медведь-гризли, реакция моего организма будет одинаково неблагоприятна, со всеми вытекающими, с адреналином и так дальше, да. Поэтому я хочу применить вот ваш этот удачный пример на сегодняшнюю ситуацию. Ведь если мы не знаем, что с нами будет завтра, заболеем мы или нет, заболеют ли наши близкие и потеряем ли мы работу, наш мозг может уже реагировать, как будто мы все это уже получили. Вы понимаете? Поэтому вот этот информационный поток, который, конечно же, нужно будет уменьшить, снизить, конечно, он плохую для нас делает услугу. И я хочу, пользуясь вот этой темой, подчеркнуть вот такой парадокс.
для снятия тревоги мы ищем информацию, чтобы снять тревогу, как будто бы там мы что-то найдем для себя, успокоение. А на самом деле от избытка информации мы только перегружаем свою нервную систему, психику, и еще больше мы тревожимся и доводим себя, ну, прям до истощения. Поэтому, ну, я думаю, мы подробнее, может быть, еще сегодня на этом остановимся. Ну вот у меня тогда такой вопрос. Многие, например, вот сейчас, в принципе, в Инстаграме очень много психологов, коучей и так далее, которые рекомендуют что-то делать. И вот одна из рекомендаций такая, мол, продумайте там самые худшие варианты, да, что может случиться. Но вот сейчас, получается, тогда если прогнозировать какие-то такие сценарии, то это может вызвать еще больший стресс. Ну, вы знаете, конечно, есть такая техника, я согласна, но только не про это, да, только не про это. Например, если вы идете на экзамен, и вы боитесь получить двойку, да, тогда мы продумываем про самое страшное, что может случиться, двойка, тебя отчислят, поступишь через год, ну, подумаешь, не будешь нейрохирургом, а пойдешь, так сказать, там, что-нибудь другое приятное делать. Найти профессию всегда можно. Но в данном случае самое страшное продумать, поверьте, это не вариант, я бы не использовала здесь эту технику, потому что самое страшное, мы все умрем, а это неправда, понимаете, поэтому, ну, не все техники работают во всех местах, тут надо быть более тонко, ювелирно. К этому Вот как я раз призвала и психологов, коллег, которые... Ну. Да, здесь я хотела отметить просто, что вот вы Да, сказали по поводу фильтра информации, это очень важно, потому что сейчас просто безумное количество информации. Мне кажется, когда человек пытается искать информацию, черпать информацию, он еще плюс, у него создается какое-то ощущение контроля, да, как будто бы контролирует эту ситуацию. Как правильно поступать с информацией, которой сейчас очень много? Да, Мавили, это одна из, вот один парадокс мы с вами уже показали, да, когда человек для снятия тревоги ищет информацию, она еще больше, тревоги, она еще больше нарастает. Но, знаете, вот, чтобы ответить на ваш вопрос, делаем немножко шаг в сторону. Понятно, что как бы каждый психотип имеет свой стиль совладания с тревогой, да? И только у некоторых из психотипов есть стратегия контролировать. У некоторых, не у всех. И вот контролируя, ну, а это понятно, что то, что идет бесконтрольно, у них вызывает тревогу. Это часто мужчины, но есть и женщины такого типа. Это то, что не поддается контролю, правда, у них вызывает сильную тревогу, да, и, к сожалению, они начинают ее снимать путем якобы информированности, да, что еще больше запускает им эту тревогу тем, что ничего они, собственно, не получают конкретного и видят, что неопределенность еще страшней. Есть люди, которые, ну, покажу, наверное, как противоположность крайнюю, да, которые, наоборот, крайне беспечно относятся к информации. То есть идут в парк, гуляют, там масочки не одевают. Это другая крайность, это когда люди вообще ничего не контролируют и, собственно, представляют опасность не только себе, но и окружающим. Поэтому здесь вот как сектор, часть людей, контролирующие информацией, это тоже ошибка. Я бы не советовала. И отвечая конкретно на ваш вопрос, я бы советовала посмотреть новости утром, новости вечером, и хватит. Мы должны максимально заполнить в такой непростой период позитивными вещами нашу психику. Это близкие, просмотры фильмов. Ну, еще мы об этом поподробнее прям поговорим, потому что тут хочется прям, ну, в красках сказать, что нужно делать. Ольга Александровна, смотрите, тут интересный комментарий есть, я прям зачитаю его. Актуальные риски для Крыма, где доверие между людьми осложнено разными обстоятельствами, как отразится фактор вируса на межличностном доверии. То есть, когда мы сейчас находимся в ситуации, что человек для человека представляет угрозу, как общаться после?
Ну, вы знаете, я как-то не очень понимаю этот вопрос, если честно, потому что я плотно работаю с людьми, да, я преподаю в университете, я активна в практике, и вот сказать, что у нас в Крыму человек человеку не друг, слушайте, мы еще в Крыму сохранили такие отношения между собой, что я не знаю, нам, наверное, обзавидовался бы весь земной шарик. Вот как раз-таки у нас этого нет. Ну, вернее, в меньшей степени, наверное, проявлено. Я вам скажу, ну, все-таки человек, который написал этот комментарий, я отвечу. Все-таки у нас больше сейчас проблема, мы внутри семьи сейчас больше начинаем выяснять отношения и портить отношения. Я согласна, что у нас доверие к миру, конечно, доверие к миру немножко, страдает. Мы уже не знаем, во что верить. У нас идеалы очень сильно поменялись, ценности очень сильно поменялись. Да, это большая проблема, я об этом говорю везде, где только можно. У нас нет опор, а эти опоры вообще не вовне, они внутри нас. Понимаете, когда у нас внутри нет своих собственных опор и ценностей, мы как бы проецируем на людей, что некому доверять. А на самом деле нам внутри нечему доверять. Это такая, я вам скажу, серьезная тема, да. Вот поэтому говорить о том, что некому, что между нами, между людьми что-то такое будет, я плохого прогноза не вижу. Я думаю, наоборот, очень много поменяется. Наоборот, ценность возрастет в том, что мы нужны друг другу. И одна из рекомендаций, которую мне хотелось сегодня сказать, да, вот именно снятие тревоги, если мы будем как бы заботиться о другом, снимать тревогу в другом, любить, я уже молчу про близких, хотя бы, простите, соседей и там сослуживцев, сотрудников, поверьте, вы будете меньше тревожиться, если вы будете меньшим эгоистом. Вот человек, это по природе существо вообще альтруистическое достаточно. И когда мы заботимся о другом, у нас эта тревога приобретает совершенно другие краски. Вот попробуйте хоть несколько дней провести в заботе о другом, и вы увидите, как снизится ваша тревога. Тогда у меня еще такой вопрос. Ольга Александровна, смотрите, если мы говорим по поводу стресс, адаптация, если не произошла адаптация, то стресс становится пролонгированным, да? Вот как помочь себе максимально, вот после стадии стресса, как помочь себе адаптироваться все-таки, чтобы стресс не перерастал в какие-то более серьезные формы? Да, Мавиле, к сожалению, я вынуждена признать такой момент. Мое предчувствие профессиональное, да, и я думаю, я не одинока среди коллег, мы, конечно, ожидаем так называемый ПТСР, да, посттравматическое стрессовое расстройство. Несмотря на то, что это термин и мы его используем в практике психологической. То есть это то, что перерастет в хронику. Поэтому, не то, что в хронику, нет. Вот этот латентный стресс, он рано или поздно заявит о себе пролонгированным, как вы правильно сказали, отсрочкой переживания и тревоги. Тревога возникнет, когда все будет хорошо, без причин, и она даст о себе знать. Поэтому, чтобы этого не случилось, мы именно с вами сегодня, Мавиле, этим занимаемся. Мы разъясняем людям, давайте сегодня прислушаемся к твоей тревоге, ее поймем, переживем сейчас то, что нужно переживать, не будем переживать то, чего не нужно сейчас переживать, то, чего нет, и встретимся с нашими реальными страхами глаза в глаза, обсудим их, да, всякие иллюзии, страшилки уберем в сторону, проработаем, поплачем, обсудим, просмеемся из каких-то вещей, вот. И тогда ПТСР нам не страшен, то есть посттравматическое стрессовое расстройство. Поэтому нужно о страхах говорить тогда, когда они есть, в тот момент, когда они есть. То есть сегодня боимся, сегодня это и прорабатываем. Вот вижу, что пишет Яночка, пить таблетки. Да, я скажу, да, Ян, я согласна, вы как медик, ваша рекомендация очень уместна. Действительно, если кто-то правда не выдерживает этот стресс, давайте хотя бы по совету, конечно, с знающими людьми, травки, чаек успокоительный. Я бы правда седатировала природными вещами, успокоительными немножко нашу нервную систему, особенно впечатлительным людям.
Ну вот как раз по поводу Алло, помощи, да, по поводу помощи самому себе, вот если человек, например, осознает, что он не в состоянии справиться с этими процессами, но при этом отвергает мысль обращения к психологу, что бы вы посоветовали таким людям? Потому что я знаю, у нас достаточно много людей, которые считают, что это какая-то стигматизация. Если они идут к психологу, то вот значит у них не все в порядке. да, согласна с вами. Да, Мавиле, ну вот очень хороший вопрос, правда, прям такой вопрос, наверное, важнейший на сегодня. Ну, во-первых, хочется подчеркнуть, что если человек осознает, что с ним что-то не так, это уже хороший знак. Сложнее, когда человек вытесняет тревогу и не понимает, что с ним происходит. Вот это, пожалуй, более сложная ситуация, потому что там процессы идут, а человек не отдает себе отчет, нарушается критичность, да, и это выражается и в настроениях, и в поведениях, и самое обидное в отношениях, вот. Но, тем не менее, если все-таки человек понимает, что не справляется, конечно же, давайте остановимся на вот этих рекомендациях, о которых мы хотя бы сегодня говорим. К минимуму свести стрессогенные факторы информационные. Давайте смотреть кинокомедии, давайте смотреть какие-то, ну кто что любит, да, слушать музыку, читать книги. И то книги, конечно же, не про эти катаклизмы, читаем, или ужасы, читаем смешные, то есть пытаемся стресс, дистресс сбалансировать эустрессом, да, то есть вокруг себя, окружить себя вот такими вещами, которые на психику действуют благотворно. Я думаю, мы все понимаем, о чем идет речь. Это музыка, это разговоры, это... уходите от разговоров про этот коронавирус, просто от них уходите. Вот. Слушайте аудиокниги, я не знаю, там, ну, это кто что любит, да, вот я, конечно, вот книги вы видите за моей спиной, но я понимаю, что, ну, не все люди любят читать, пожалуйста, смотрите фильмы, это же, ну, как бы сейчас вполне доступно, и желательно кинокомедии. Еще продолжая эту тему, Меня вы слышно, сказали, Мавиле? да, вас слышно, я вас слышу. Мы можем, в принципе, периодически задавать вопрос нашим зрителям, слышно ли, видно ли, все ли в порядке. И у меня такой вопрос. Вот откуда посыпались сердечки, это значит, что есть контакт. У меня такой вопрос. Кстати, вот почему обычно люди вот в такой период, да, почему сейчас стал просто культовым фильм «Заражение» 2011 года, который рассказывает как раз там про пандемию, которая там произошла а-ля в будущем, да, и почему, откуда это желание вот черпать такую информацию, а не, как вы говорите, создавать какую-то позитивную вокруг себя ауру? Ну, это опять-таки, Мавиле, из той серии, о которой вы упоминали, как будто бы контролировать, посмотреть, а кто как себя ведет в этих ситуациях, к чему приведет это. Это такой как бы мнимый, человек даже не осознает, для чего он смотрит этот фильм. Он бессознательно как бы моделирует ситуацию, которая якобы может случиться наяву. Поэтому я бы не советовала это смотреть. То есть человек думает, что он смотрит такой фильм для адаптации, для, может быть, избежать каких-то ошибок, как себя герой там повел какой-нибудь, да, а на самом деле он только, ну, расстроится. И в нужную минуту, когда будет необходимость сконцентрироваться, сосредоточиться, действительно ну, принимать какие-то решения, у него на это просто не хватит психических, а то и физических сил. Вот, кстати, тут вот есть хороший вопрос мне еще, да, попался. интересный вопрос. Да-да-да, я как раз хотела его озвучить. Да. За отрицание, да? Про отрицание? Да, отрицание. Ну,
Да, вот мы вначале с вами говорили, Мавиле, про стресс и про стресс, про страх, про стадии, да. Так вот, отрицание – это одна из стадий. Я вам всем советую посмотреть смешной мультфильм в Ютубе про жирафик стадии отрицания горя. Это смешно, я даже студентам его рекомендую. 3 минуты он идет. Так вот, там есть сначала идет отрицание, потом гнев, потом торг, потом депрессия и только потом принятие. Да, это шуточный мультфильм, но он реально показывает, как наша психика борется в стрессовой ситуации. Поэтому правда многие отрицают, это правда. Это или стадия, или, как мы с вами сказали, психотип, который все время будет отрицать все плохое, вот, что имеет свои последствия. Вот, поэтому вот по этой причине многие, да, отрицают. Пока Просто, ну, еще. так получилось сейчас, что мы находимся в связке с этими людьми, то есть они в том числе ответственны за то, что будет происходить с их близкими. Ну, вы знаете, Мавиле, да, я на это вам скажу так. Есть люди, которые не видят проблему, есть люди, которые чрезмерно ее раскачивают. Но у нас есть какой-то общий алгоритм, ну, в данном случае, скажем, есть какие-то предписания, что нам делать, и мы, будь то веришь ты, будь то чрезмерно ты веришь, параноишь, давайте соблюдать все правила. Нас обязывают всех, ну, всех вести себя одинаково. Я в этом случае всегда приходилось мне ну, где-то выступать, я помню, приводила пример про японских деток, которые в момент землетрясения трехлетки, пятилетки встают, становятся в ряды там, или под столы, ровненько идут, трясет все здание, но они исполняют четкую инструкцию. Поэтому они и выживают потом, если правда это землетрясение. Вот. Поэтому и здесь давайте кто-то недооценивает, кто-то переоценивает. Но давайте какой-то одной общей инструкции, которая для всех, во благо всех, мы будем придерживаться. Наверное, это не совсем может быть психологический момент, но дело в том, что всех беспокоит в психологическом плане именно вот такое несоблюдение поведения. Понимаете, людям тревожно, что другие ведут себя, не заботятся о них и ведут себя как-то, ну, скажем, в данном случае уже неадекватно. Вот просто выходят и гуляют себе, вот просто гуляют. Вот, в то время, когда это опасность для других. Ну вот сейчас, кстати, появилась в моем окружении, по крайней мере, я заметила такую тенденцию, что появилось две категории людей. Одна категория сейчас делает все, на что не находила времени, то есть вот они что-то постоянно откладывали, и сейчас они нашли для этого время. А вторая категория — это которые наоборот, сейчас устроили такой синдром отложенной жизни, то есть вот когда закончится карантин, я там начну что-то делать, или там я вот начну, там, как мы любим, с понедельника, с Нового года и так далее. Что бы вы порекомендовали, или как бы вы раскрыли эту проблему? Ну, Мавиле, знаете, я между этими двумя полюсами поставила бы еще одну из очень основных проблем, которую вижу и слышу я каждый день в этот период, в эти несколько недель. Накаляется отношение внутри семьи. Начинают ссориться люди, которые любили друг друга и любят, но ссорятся. Отношения между детьми и родителями. Ну, то есть это очень, вот эта промежуточная проблема самая настоящая, потому что то, что описали вы, это и то очень неплохой вариант пересидеть. То я потом буду жить, посижу, полежу, неплохо, отдохнет человек. Я вообще всегда, честно говоря, везде, где только можно, говорю о том, что мы вообще не умеем отдыхать, это очень полезно. Мы вообще забываем отдых 24 дня в году, чтобы восстанавливать и здоровье, и психику, поэтому для тех, которые просто лежит, ничего не делает, молодцы. Вот отдыхайте. А уже если, особенно если вы тяжело работали все это время, и, насколько я знаю, многие отпуск не видели 5 лет, 10 лет, там 3 года,
Так что отдыхайте. Люди, которые нашли чем заняться, и вы получаете удовольствие, и снимаете таким образом тревогу, там, начинаете доделывать дела, читать, дочитывать книги, там, или там по дому вот там убирать, складывать, это тоже хорошо. Но я все-таки вернусь к мною озвученному промежуточному варианту, когда есть конфликты в семье, потому что мы разучились долго быть друг с другом. Понимаете, и это правда на сегодняшний день, что не запрос, что не запись, то об этом. Вот. Поэтому, если вы мне, Мавиле, разрешите, я вот эту проблемку в двух словах, ну, я бы озвучила. Да, я думаю, что Если даже это, не в двух словах, потому что вот вы... как показывает статистика, я смотрела информацию по Китаю, что после карантина у них очень сильно вырос процент разводов в семье. И поэтому я думаю, что здесь не поверхностно, не в двух словах, а вот как раз можно подробно раскрыть эту тему. Да, Мавиле, я раскрою эту тему, но хотела бы еще вот вопросик прилетел, пожалуйста, потом его, чтобы не проигнорировать, как справиться с стрессом тех, кто продолжают работать. Да, это особая категория людей, очень бы хотелось на этот вопрос ответить, но потом, в следующем, я его прочитала, поэтому отвечу. Смотрите, вот, вот мы дома сидим, да, муж, жена и дети. Знаете, всем уже облетел этот ролик, когда мужчина спрашивает, выбирает два варианта А или Б, да, быть дома с женой и с детьми, и он, не дослушав, говорит Б. То есть это уже такая классика нашего времени, совершенно смешной ролик, кто не видел, рекомендую увидеть, повеселиться, тем более сегодня 1 апреля, нам нужно немножко юмора в эфир. Так вот, давайте подумаем вот о чем, что с какими проблемами сталкивается семья, которая вдруг заперта в 4 стенах все вместе, муж, жена, дети, а то и бабушка и дедушка. Ну, первое, что нужно, наверное, показать, это возраст детей. Вот если это дети маленькие, конечно, это очень трудно. Они маленькие, они шаловливые, они прыгают, на люстры чуть ли не висят, и требуют внимания, им нужно развиваться. Поэтому таким родителям очень трудно, и тут нужно договориться, вплоть до, ну вот это физически даже трудно. Поэтому договориться хотя бы там режим смены отдыха и все-таки этого ребеночка как-то занять. Ну, все-таки и найти способы ему допрыгать, доскакать, докувыркаться, потому что ему это все нужно для развития. Другое дело, когда в семье подросток. Подросток, можете себе представить, основная вообще потребность подростка общаться со своими сверстниками, а он этого лишен. Основная потребность ребенка, подростка, сепарироваться от родителей. А для сепарации природа дала такую черту характера, как негативизм, да, и вот ребенок, подросток раздражительный, он хамит родителям, он назло делает. Негативизм — это когда ты говоришь подростку белое, а он говорит, нет, черное, ты говоришь, да, черное, он говорит, нет, белое, вот как бы, ну, вопреки. И вот представляете, какой накал в такой семье, а представим, что в семье и такой ребенок, это третья история. Зачем я это говорю? Мне хочется сказать, что вот если у вас это происходит, знайте, это нормально, так у всех. То есть это некоторая закономерность, которую мы должны пройти, пережить и в этом быть. То есть это если кто-то это узнает, знайте, так у всех. И у меня так было, когда дети были маленькие, а сейчас подросток. Так вот, еще одна ситуация. Вот, конечно, хотелось бы не забыть вопрос про работающих. Да, про работу я вам напомню. Вопрос отношений. Да, про отношения, где нет детей, да, скажем, вот молодая супружеская пара, вот они только начали жить, и когда они, каждый бегал, кто-то в спортзал, кто-то на работу, кто-то на маникюр, кто-то там еще, у них был час-два времени, и это было всегда прям голубки, любовь, морковь, а тут 24 часа вместе, и начинается проявляться характер, а еще и не совсем характер, а больше страхи, да, вот страхи и фобии в связи со всем случающимся. И вот эти отношения, идут разочарования, люди начинают думать, что выбор неправильный. Каждый ведь хочет быть в центре.
в центре. Поэтому мне, конечно же, хочется дать такой совет. Каждый раз, когда вы пытаетесь выяснить отношения с ближним своим, я сейчас про половинку, да, про вторую, мы должны внутренне задаться вопросом. Я сейчас своей фразой, репликой, критикой, я сейчас разрушаю отношения или созидаю? И каждый раз себя в этом смысле останавливать. Потому что бывают упреки, которые, правда, созидают семью. Это так есть. Но только для этого задайте себе вопрос. Я сейчас просто капризничаю или я созидаю семью, отношения? Или я их разрушаю? И вот если вы внутренне, особенно женщины, вас призываю, мужчина не будет заморачиваться этими вопросами. Это больше к женщинам. И если вы будете задаваться таким вопросом, вас это немножко будет тормозить. Поэтому, и вот еще, Мавиле, мы чуть раньше сказали, любовь к ближнему, забота о ближнем, да, вот это альтруистическое поведение, оно и тревогу снимает, и все-таки отношения улучшает. Ольга Александровна, у меня тут Ну, в этом контексте есть еще один вопрос. Мы сейчас к нему вернемся, я про него помню. У меня вопрос такой. Например, сейчас мне кажется, что вы обратились к женщинам, но мне тоже хочется обратиться, чтобы вы обратились к женщинам немножко с другой стороны. Например, мужчины, которые сейчас остались без работы, например, да, у них, например, нет финансовой подушки какой-то, но они несут ответственность за семью. И эта эмоция, то есть они думают о том, как они будут обеспечивать ее завтра, и это у них вызывает в том числе какое-то, может быть, недовольство собой, и есть эмоция раздражения, да, она присутствует. Вот как правильно на это реагировать? Ну, да, Мавили, да, это одна из тоже основных проблем. Вот, может быть, то, что я сейчас скажу, понравится не всем женщинам, но точно понравится мужчинам. Ведь дело в том, что женщина по природе своей, она, в принципе, как бы по природе является таким существом, да, мужчина если добытчик, то женщина все-таки вот это вот амортизатор для мужчины в психологическом плане. То есть вообще женщина по природе, она отчасти должна получать, она, вот так скажу, чтобы мягко, хочется же мягко, дабы быть понятой женщинами, а то вместо сердечек сейчас полетят другие тут картинки. По природе своей женщина должна отдаваться. Она рожает детей, отдается им. Она отдается вот, уборке, готовке. То есть она отдается в прямом и переносном смысле. То есть это некоторый такой мазохистический стиль существования, только, конечно, в рамках нормы, и получает от этого удовольствие. Поэтому женщина, в принципе, по природе такой как бы психолог для мужчины. А мужчина – это тот, который берущий. Он берет территории, он берет мамонта, он берет женщину, он берущий. Поэтому он чуть-чуть по природе своей, ну, садистические тенденции в хорошем смысле этого слова, как импульс, который будет преобразован. Да? И вот этот союз существует. Поэтому, конечно, мужчина будет более сейчас расстроен, зол из-за того, что он ему, ну, он лишен своей функции основной, да, то женщина как раз-таки должна, ну, конечно, в рамках разумного, поймите меня правильно, да, в рамках разумного смягчать это, показать, жена это не жена. Поэтому в эти сложные моменты мы показываем, кто есть кто. Так все было хорошо, мужчина нанес, да, в пещеру мамонта, а как только что-то случилось, то женщины вот не хотят быть женами. Поэтому, конечно, покажите теперь, кто вы как жены. Мы же клятву даем в горе и в радости, да, поэтому здесь вот как раз тот, наверное, хороший способ, случай показать настоящую сущность как женщины, как жены. И более того, при этом еще получить удовольствие, потому что это природа наша. Но я думаю, что этому, несмотря на то, что природа, к этому нужно возвращаться в себе, к этому нужно в том числе учиться, может быть, заново некоторым женщинам, либо раскрываться, может быть, даже раскрыть в себе этот потенциал. Я предлагаю вернуться к тому вопросу, что мы не потеряли. Да, а потом мы можем продолжить тему взаимоотношений, потому что я знаю, что она очень актуальна. Те люди, которые продолжают работать в этих условиях, в которых они оказались, что мы можем им сказать?
Ну, вы знаете, во-первых, конечно, хотелось бы всех зрителей призвать к такому видению этих людей, что это, ну, реально, наверное, герои. Почему? Потому что мы, сидя дома, капризничаем, как нам грустно и скучно. Мы не ходим в парк, мы не ходим на маникюр. Вот. Но мы в безопасности, вот в этой вот хотя бы инфекционной, да, мы дома, и все, и телевизор смотрим себе, или там еще, ну, кто что. Правда, кто-то и дома умудряется себе стресс надать. А люди, которые выходят на работу, а еще и люди, которые тревожные, скажем, с таким психотипом, как, ну, может быть, паранояльным. Представляете, насколько страшно вообще выходить из дома, когда все вокруг в рупоре кричат: оставайтесь дома. Поэтому это колоссальный стресс, колоссальный. И люди, которые выходите на работу, знаете, вы герои прям нашего времени, потому что выйти из дома после такой вот такого давления, сидим дома, это правда другой стресс, это другой стресс. Поэтому здесь, вы знаете, Мавили, я даже вот как-то задумалась над тем, чтобы, ну, призвать наше сообщество давать вот такие онлайн, может быть, консультации бесплатные, естественно, для разрядки, для помощи. Мы же, психологи, тоже сейчас очень нужны, ну, не только, да, ну, врачи, понятно, и мы, потому что этим людям особенно трудно. Поэтому, с одной стороны, хочется, ну, выразить такую как бы глубокую благодарность, уважение и просто и всех именно на это посмотреть, как на людей, которые герои. Потому что в наше время это не просто особенно врачи, но это вообще, ну, вот отдельный разговор здесь. И восхищение, и грустно, и, ну... Тут прекрасный комментарий. Хотела мужу скандал устроить, теперь не буду. Видимо, все-таки актуальная тема. И да, мы можем, я думаю, что мы можем продолжить ее. Да, да, совершенно верно, потому что, Мавиле, вы такой момент очень интересный подметили, что мужчина, который, ну, временно, ну, не контролирует ситуацию и не добывает пищу, да, вот, ну, мы так говорим немножко грубовато, они более раздражительные, вот, да, и действительно, вот, конечно, теперь хочется к мужчинам обратиться, что, чтобы мужчины как бы на это посмотрели, что это всего лишь элемент потери контроля, к которому они так привыкли, да, и вообще у мужчин вызывает тревогу смена привычного образа жизни. Если у него было утром подъем в 8, там работа, зарядка, там, я не знаю, у них все расписано, бизнес, спортзалы, там, ну, все расписано, и тут раз это все в один день рушится, знаете, это правда стресс. И то, что вы испытываете, это испытывает любой человек, любой мужчина, который был особенно в активной жизни, да, вот он активный вел образ жизни, наполнил всем, что можно было свою жизнь, и чтением книг, и посещением тренингов, и зарабатыванием денег, и спортзалом, и семье, и тут в один прекрасный момент осталась только семья. Это правда стресс. Поэтому вот покажите свое мужество и в этом. Вы же мужчины, вы же сильные. Вот покажите, что вы и это можете пережить как мужчины. Но это, конечно, такой шуточный первоапрельский, может быть, совет, но он тоже работает. На самом деле у нас осталось, честно говоря, не так много времени. Да, буквально 15 минут эфира еще у нас есть. И, наверное, вот, ну, несмотря на то, что часто очень зрители ждут каких-то волшебных таблеток, каких-то методик, которые вот прям им помогут от этого всего избавиться, я думаю, что нужно, может быть, сакцентировать на том, что в зоне того, что мы можем делать, и в зоне того, что мы можем контролировать, ответственность в том числе за то, что с нами происходит, лежит на нас. Но тем не менее, может быть, есть какие-то очень простые, доступные акции, которые вы бы могли сказать людям, которые уже диагностировали у себя состояние тревожности, и вот сейчас они хотят что-то с этим сделать. Ну, да, давайте я вот думаю, знаете, наверное, все-таки, отвечая на ваш вопрос, вот я такую дам рекомендацию, мне кажется, она понравится зрителям. Вот
все-таки, если вычленить одну из основных проблем, это вот это сидеть дома с семьей, с детьми, с женой, с кучей детей, с которыми не привык находиться долгое время, я вот такую бы посоветовала вам сделать историю. Ну, сделать это такой прием, наверное, но рассказать хочу предысторию. Был такой известнейший философ и психолог Франкл, Виктор Франкл, который вот что интересную нам всем дал такую идею. Он был в концлагере и вдруг увидел, что в концлагере выживали те люди, у которых был смысл. Поэтому, когда мы психологи, часто придаем любой проблеме смысл. Вот если только есть смысл, ради чего, да, у нас появляется энергия, ресурс. Так вот, я вам хочу сказать такую вещь. Вот вы, когда сидите дома и раздражаетесь на своих детей или на близких и жен, вы просто понимаете, что эти дети, особенно если они маленькие, и даже если это подростки, они все помнят. Все, что вы говорите и ведете себя в стрессовой ситуации по отношению к ним, ну как бы, что он понимает, или там подумаешь, там пусть терпит, знаете. Потом эти дети становятся взрослыми, приходят к психологам и рассказывают, как им было обидно и больно, как им было страшно, а папа и мама не поддержали. И начинают вспоминать все вами кинутые фразы, обидные вещи. И, в общем-то, память, которую мы все имеем, память, вот как бы хочется так красиво сказать, мы ткем ковер памяти нашим детям. И задумайтесь над вопросом, все, как вы сейчас поведете, находясь вблизи с детьми, они все это будут помнить. И если это будет красивый ковер памяти, если вы с детьми проявите максимум нежности, заботы, они это образуют в их психике такой ресурс, который будет им всегда помогать, который будет всегда им в помощь в трудные их жизненные минуты, и когда в трудную какую-то тревожную минуту или в минуту умиления и радости, они будут вспоминать, как были с вами, о чем они с вами говорили. Я с этим работаю 20 лет. Как мне приходится часто видеть одну фразу, которую папа когда-то сказал в детстве, обидную. И взрослая женщина плачет над этой фразой 10 сеансов. Поэтому будьте очень как бы относитесь хрупко к психике наших детей. Хотя и между людьми, которые друг друга любят, в отношениях, ведь тоже это тоже память и впечатления совместные. Чем больше мы провели каких-то, испытали совместных впечатлений, будь то фильм, будь то книга, будь то какая-то игра там, смешная, интересная, чем больше впечатлений, тем больше будет нам что терять, если мы вдруг вздумаем расстаться. Поэтому наша память вещь такая, что я советую рисовать яркими красками, красивыми, потому что это навсегда. И все плохое, это тоже навсегда, между близкими. Поэтому давайте этого не будем допускать, а вот, как я уже сказала, ткать этот красивый ковер нашей памяти. Ольга Александровна, знаете, тут как Мариле? раз хотела обратить еще внимание на одну вещь. Не только то, что мы говорим детям, но то, что мы говорим друг другу. И то, допустим, муж и жена, если они находятся в конфликтной ситуации, если они ругаются, то это тоже очень сильно отражается на детях. То есть наши взаимоотношения между собой тоже будут отражаться на наших детях. Ну, вы знаете, Мавиле, уже позвольте тогда мне сказать и еще одну важную мысль. Она такая, наверное, достаточно серьезная, раз вы уже представили меня как психоаналитик, потому что, да, по мне, просто такой практик, я психоаналитик. А для нас, знаете, что важно? Что ребеночек, еще не зная слов, после рождения, и там пока он поймет, что обозначают эти слова странные, ручка, чашка, телефон, он считывает эмоции. И поэтому, если мама находится в тревоге, он все эти эмоции чувствует и берет вовнутрь, и это станет его психической структурой, так называемые интроекты. Поэтому молодые мамочки, у которых есть сейчас
детки, вот новорожденные, сделайте все, чтобы не испытывать тревогу, потому что завтра это станет, повторюсь, структурой психики вашего ребенка, и потом только психоаналитик будет путем там сновидений каких-то выискивать, доставать это. Все, что мы должны сделать для младенцев, это создать психоэмоциональную ситуацию. Для ребенка это страшнее, чем для нас слова. Поэтому вот, пользуясь случаем, призываю мамочек вот все-таки снять стресс, оградиться от всего и окутать заботой и любовью вот младенцев, дабы они завтра стали здоровыми, счастливыми взрослыми и меньше всего нуждались в психологах. Ольга, тут у меня Мария. еще тут вопрос в контексте мама-ребенок. Мы с вами так, в принципе, по верхах прошлись, наверное, по всем темам, которые можно обсуждать очень глубоко. Но вот касательно мама-ребенок, мне кажется, что сейчас достаточно высокий процент, в том числе и осознанного материнства, но появилась другая сторона, что если у женщины проявляются какие-то эмоции, если она может, там, например, не может находиться 24 часа в сутки рядом с ребенком, у нее начинает создаваться ощущение, что она плохая мать. То есть женщина часто запрещает себе испытывать какие-то эмоции. Как вы можете это прокомментировать? Ну, вы знаете, я думаю, что в отношении маленьких детей у женщин, ну, есть инстинктивные такие вещи, там, нежность и тискать, и тёмать мы все равно малышей будем. Мы не стесняемся как раз такие эмоции проявлять, таких вот базовых, они прям на уровне инстинктов. А по поводу ответственного родительства, ну, Мавиле, я надеюсь, вы еще организуете какую-нибудь встречу, чтобы об этом поговорить. Вы знаете, ответственной матерью может быть только счастливая, зрелая женщина. Если женщина, простите меня, невротичка, то у нее все техники, алгоритмы работать не будут. Женщина в первую очередь должна проблемы решить свои серьезные, я имею в виду, конечно, серьезные. И если, ну, если у нее депрессия, то ни о каком ответственном родительстве, материнстве просто речи быть не может. Поверьте мне, как человеку практикующему. А женщина, которая не испытывает эмоции, ну, запрет, ну, мне это странно. О каких эмоциях идет речь? Об истерике, закатывать истерику правильно, не надо таких эмоций. Если она не по делу, не в тему, и невротические какие-то реакции выдавать, если об этом речь, так это здоровая женщина. А если женщина по каким-то причинам стесняется или блокирует, или у нее запрет внутренний, с этим надо разбираться. Это не есть хорошо. Это ядро для психосоматики. Ну, во всяком случае, я вас все-таки призываю отдельно об этом прям, может быть, сделать какой-то эфир, чтобы, ну, не дословно поняли наш текст, потому что сейчас же интерпретации нашего текста будут очень индивидуальные. Каждый услышит то, что хочет услышать. Эмоции – это хорошо, их нужно испытывать, но не всегда правильно прям их выражать на показ, но испытывать их нужно обязательно. И осознавать, какие эмоции мы в этот момент испытываем, и не отрицать их, да? У нас даже такой... Совершенно верно. У нас даже есть такой, ну, диагностический, ну, такой, скажем, инструмент, шкала лекситимия, да, это когда человек не распознает свои эмоции. И человек, который не распознает и не осознает свои эмоции, он никогда не поймет другие эмоции. Поэтому, конечно, там будут отношения не только со своим телом проблемные, но и отношения межличностные проблемные. Поэтому с эмоциями нужно быть очень аккуратно и, ну, серьезно, я бы сказала. Ольга Александровна, у нас тут осталось на самом деле совсем немножко времени, и поэтому вот хотелось бы как-то зафиналить наш сегодняшний разговор, в том числе вернуться к тому, с чего мы начинали, что, в принципе, состояние тревожности, которое испытываем мы все сейчас, это нормально, но важно с этим состоянием работать и максимально адаптироваться, да, если я правильно поняла. Как мы можем завершить этот эфир? Какой посыл нам хотелось бы оставить нашим сегодняшним подписчикам, зрителям? Да, Мавиле, совершенно верно. Нам сейчас важно
Важно не раскачивать внутри себя панику, не раскачивать. Каким образом? Не смотрим новости 24/7, не смотрим. Мы смотрим новости утром, вечером, если уж так не втерпешь. Остальное все время мы посвящаем элементарно близким, себе, своему здоровью. Есть полно рекомендаций, кстати, очень важных и физические нагрузки. Ну, пожалуйста, смотрите специалистов, там проветривайте, потому что нагрузки, спорт вообще в замкнутых стенах, это тоже опасно. Все разумно, но к психике отнеситесь, знаете, сейчас страшнее коронавируса, это информационный вирус. Он настолько вредит, вот нам, психологам, долго еще разгребать все это. Я не очень понимаю, зачем это все нужно, вы понимаете? Ну, загнали нас домой, ну, нас, эта информация можно сделать просто психами, вы понимаете? Я не знаю, как еще мы справляемся. И если кто-то уже за собой там панические атаки заметил, пожалуйста, даже прям врачам звоните, потому что седатироваться уже нужно. Вот. Ну, то есть пока сейчас государство не беспокоится о психике, оно беспокоится о коронавирусе. Но давайте пока для себя будем психологами. Вот Мавиле сегодня такой эфир организовала. Давайте мы к минимуму сведем стрессовые раздражители. Хотя бы информацию уберите. Хотя бы информацию. А остальное, конечно, все, что мы сегодня говорили, постарайтесь применить. Ну, я бы основной, наверное, красной нитью оставила идею о том, что когда ты ближнего любишь, о нем заботишься, это снимет у вас любую тревогу вашу. Так устроена природа человека. Вот я бы, наверное, на этом бы закончила наш эфир. Спасибо большое, мы его сохраним. Эфир будет доступен еще 24 часа на нашей странице. Его можно будет посмотреть, поделиться с тем, для кого он может быть важен и нужен. Я благодарю вас, Ольга Александровна, за такой полезный эфир. Он зарядил и меня в том числе. Спасибо большое. Я надеюсь, что мы постараемся, по крайней мере, сделать такого рода встречи на нашем канале регулярными. Спасибо большое, что были с нами. Мавиле, и я вам хочу сказать огромное спасибо, потому что это моя миссия все-таки внести какой-то вклад в эту непростую ситуацию. Поэтому вам тоже огромное спасибо. Я с огромным удовольствием и ощущением какого-то хотя бы маленького крохотного участия завершаю этот эфир.